Китай, заключив миллионы людей в Восточном Туркестане в концлагеря или тюрьмы, без предъявления обвинения, собирая детей в детские учреждения и детские сады-интернаты, где проводят ассимиляцию с целью создания единого типа китайской нации. В связи с этим официальные медиаканалы китайского отдела пропаганды распространили информацию об увеличении количества детских лагерей. Так стало известно, что число официально зарегистрированных детских учреждений, включая детские сады-интернаты в Восточном Туркестане, к концу 2023 года достигнет 690. То есть на 1000 жителей приходится более 2,5% детских учреждений. В последние 1-2 года желание уйгуров из США, Австралии и Европы посетить Узбекистан выросло, и известно, что некоторые уйгуры планируют посетить Ташкент этим летом. Хотя для уйгуров на Западе, не имеющих возможности посетить свою родную страну, посещение таких стран, как Узбекистан, является нормальным явлением, тем не менее эти визиты таят в себе ряд опасностей. По данным сети «Новостан», крупнейший в Центральной Азии контртеррористический офис по работе с уйгурами находится в Ташкенте. Ташкент по-прежнему не считается безопасным местом для уйгуров в западных странах, особенно для уйгурских политических активистов. 27 февраля 2024 года мэр Силиври Волкан Йылмаз встретился с уйгурскими турками в фонде уйгурской науки в квартале Селим-Паша района Силиври. Йылмаз побеседовал с уйгурскими турками и пожелал уйгурам разрешения всех проблем. Ведущие данные по экономической активности в обрабатывающей промышленности, обнародованные Национальным бюро статистики Китая, указали на то, что в секторе продолжился спад, начавшийся в последнем квартале года. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности, опубликованный Национальным бюро статистики Китая, в феврале снизился на 0,1 пункта по сравнению с январем, опустившись до 49,1. Выступая с заявлением о начале расследования США по поводу возможных рисков для безопасности данных электромобилей китайского производства, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, политизация экономических и торговых вопросов со стороны США только навредит развитию собственной автомобильной промышленности. 29 февраля президент США Джо Байден объявил, что распорядился провести расследование в отношении электромобилей, импортируемых из Китая в связи с потенциальным риском для национальной безопасности личных данных американских граждан, связанных с интернет-подключением электромобилей. В последние годы отношения Китая и Пакистана развиваются во многих областях, особенно в оборонной и экономической сферах. Однако стало известно, что Пакистан, который не смог выплатить долг по кредиту Китаю, отложил выплату в размере $2 миллиардов на год. Крупнейшая пакистанская медиаорганизация GeoNews, ссылаясь на источники в Министерстве финансов, сообщила, что кредит в размере $2 миллиардов, который должен был быть погашен в марте, был пролонгирован на 1 год из-за трудностей с оплатой. Временный министр финансов и доходов Шамшад Ахтар подтвердил агентству Reuters, что Китай предоставил Пакистану кредит в размере $2 миллиардов.